квартира была двухкомнатная, и у нас отняли обманным путем. Я инвалид второй группы, с 9-го года. Сын у меня был инвалид с тяжелым заболеванием, смертельный диагноз второй группы. И мы оказались на улице. 4 года были на улице. 4 года жили. Вы не поверите, у нас даже сарая не было. В суде Татьяна бьется не за квартиру или бизнес. Она пришла воевать с чиновниками за право еще чуть-чуть пожить в общежитии на окраине города в комнате в 10 квадратных метров с душем и туалетом на этаже. Администрация города попросила ее съехать. Повестки прислали всем жильцам маневренного фонда. Вот здесь вот старший сын у меня спит. Юра спит по ту сторону поперек, а мы здесь с Лёлей вот здесь вот спим вдвоем. Тесно, но... Эта комнатушка стала для Ларисы и ее 3 детей домом после страшного пожара. 9 с небольшим квадратных метров в общежитии выделила администрация. Уроки дети учат по очереди, за обеденным столом. И на том спасибо, говорит женщина. Бывший муж задолжал ей 500 000 рублей алиментов. Она сутками трудится, чтобы детей прокормить. Какое ей съемное жилье. И вот, Натя, с вещами на выход. Вообще у меня здесь в городе никого нет, я тут одна. И некуда, вот я даже вот... Если выгонят, я сяду вот здесь около этого дома и буду вот с ребятишками. Оправиться после пожара Лариса еще не успела. Общежитие маневренного фонда для тех, кто лишился крова. Жить здесь по закону можно до устранения причины заселения. Через комнаты тут многодетные семьи погорельцы, инвалиды и пенсионеры, обманутые черными риэлторами. Многие ютятся здесь годами, пока копят на ремонт дома, ипотеку или стоят в очереди на жилье. Люди говорят, власти решили провести зачистку в общагах, потому что маневренный фонд переполнен. Выгнать старых жильцов куда проще, чем построить новое социальное жилье. Это выводит их фиктивно, я так считаю. Это управление жилищной политики нужно, чтобы избавиться от неугодных им проблемных семей. В администрации этого особо и не скрывают. Маневренный фонд действительно заселен под завязку. И случись что, потоп или пожары, чиновникам селить пострадавших некуда. А иски в суд с требованием о переезде – это своего рода шоковая терапия для засидевшихся и дополнительная мотивация найти жилье. Это не тот фонд, где можно жить всю жизнь. Ну не тот этот фонд. И я вынужден буду быть злодеем на весь город, но этих людей мне придется выселить оттуда. Выезжайте, ремонтируйте свои дома, восстанавливайте их. Но вы же дееспособные, вы же взрослые, работающие люди. Впрочем, суд с господином Макеевым на этот раз не согласился. В исках о выселении жильцов маневренных общаг администрации отказано. Люди говорят, они если и выиграли, то только время. Пока администрация будет оспаривать приговор, они могут получить статус нуждающихся, и тогда выселить их будет сложнее. Но для этого им придется брать отгулы на работе, в чем-то ужиматься и отказывать детям, чтобы бегать по чиновникам и собирать справки за право жить на 9 казенных метрах. К слову, идти за бумажками придется все туда же, в управление жилищной политики города. Екатерина Пономарева, «Настоящего времени».